Путешествие началось 11 июня в теплый летний день. Счастливая, что не надо ходить в школу, а можно провести время в палаточном лагере, мы сели в автобус. Мы стартовали на реке Вилья около деревни Вилейка в Докшицком районе, около моста через реку. Река была широкой, 2-3 метра, а кое-где и даже до 70 сантиметров. Она была в зарослях кувшинок, хвоща и рогоза. Очень много препятствий. В первый день мы прошли где-то 50 метров, так как поднялся дождь и ветер. К утру, проснувшись, мы немного поговорили, но услышав, что надо готовить завтрак, притворились спящими. Немного подурачившись, мы начали одеваться. Пока мы одевались, завтрак был готов. Когда мы отплыли, все были очень рады. Но эта радость долго не продлилась. Вилья оказалась очень извилистой рекой. За день мы прошли около 3,5 километров. Весь путь был заросль. Во второй день мы прошли около 5 километров. Было много различных препятствий. Корчи, бревна, плотины, заросли, разветвление реки на рукава. Река была довольно узкая. Было идти очень трудно. Поначалу было немного страшновато. Особенно трудным показалось первое препятствие – узкая река с водорослями. Но оказалось, это совсем не препятствие. Утром погода нас порадовала, светило солнце, речка не давала скучать. Частые повороты, завалы, но это только придавало интереса. Сначала плыли по узкому руслу, заросшему камышами, и казалось, что вот-вот байдарка застрянет, придется вылазить и толкать ее. А мочить ноги так не хотелось, но все обошлось. Мне нравится ходить в походы по воде, не нужно ничего нести на себе. Можно пройти большие расстояния, и при этом все время меняются виды. А в этот раз еще и маршрут мне показался интересным, из Вилейки в Вилейку. Захотелось узнать, какая она другая Вилейка. Это небольшая деревенька в Докшицком районе Минской области. У этой деревни трагическая история. В годы войны она была сожжена фашистами, но все-таки возродилась. Там немного домов, а главное, что она живая. Но наша Вилейка, конечно, красивее. Для местных жителей наше появление было событием, потому что несколько человек пришли посмотреть, как мы собираем байдарки. Интересным препятствием оказался лабиринт из камышей. Одни лодки плыли по правому пути, другие по левому, а в итоге пути сошлись. Следующим препятствием были бобровые хатки. Эти лесные строители, которых мы, к сожалению, не видели, построили плотину через всю реку. Когда мы перебирались через бревна, меня укусила пиявка. Я испугался и не рад был, что вообще пошел в поход. Не люблю я этих слизняков, мелких лягушек. Третий день был не менее трудным. Было больше бобровых плотин и хаток. Было много переносов. Река была пошире. Почти вся в зарослях желтых кувшинок и хвоща. Особенно трудными оказались заросли рогоза, так как река обмелела, кое-где была миль, и мы садили лодки. На старом русле было еще больше зарослей, но заросли не главные. Было еще кое-что похуже. Засохшие ветки кустов опускались в воду, делали непроходимые завалы. Также все дно было в корчах. Глубина была небольшой, а корчи острые и могли разорвать лодку. Я ломал кустарник, это было трудно, и тягал со дна тяжелые корчи, еле-еле пробирались, чего я и не ожидал. Потом еще одна проблема. Старое русло разветвлялось на две части. Один ручеек уходит в сторону, он очень узкий, а старое русло уходит в другую сторону, но течение в нем нам навстречу. Также потом у одной плотины было сужение реки, и мы перетаскивали лодки. Дошли до
спрямленной части русла и заночевали в поле. День был довольно тяжелым. В пути было очень много препятствий. Вначале была очень узкая река, а по бокам трава, всякие заросли. Было очень трудно гребсти. В третий день мы сильно застряли в зарослях рогоза и больших плотинах. Один раз мы сбились с действующего русла и попали на старое. Там нам пришлось сломать ветки кустов, вытягивать со дна корчи, протаскивать байдарку. В лодке было много грязи и веток. Новое препятствие – дерево поперек реки. Задача показалась невыполнимой. Мы осмотрелись, река, глубина, стать некуда. К счастью, заметили бревнышко, став на которое смогли перетащить байдарки. Ваня – это наш спасатель, он вытаскивал лодки. Впереди была куча веток, коряг, мели, а еще один день мы плыли под дождем. Было очень неудобно. Там была красивая природа, пейзажи, которые увидишь только идя на лодке, а не по берегу. Сами заросли болотца казались совершенно другими и более красивыми, если их увидеть изнутри. Красиво пели птицы. Мы остановились около деревни Вешки, на лугу. В походе на байдарках по Вилье я был первый раз. Вилья протекает по Нарочанско-Вилейской низине. Это одна из самых посещаемых туристами рек в Беларуси, и это неспроста. По берегам реки красивый лес, в котором в летний сезон много ягод и грибов, а рыбаков река радует богатым уловом. Летом на берегах туристы проводят отпуска семьями, обустраивая огромные палаточные лагеря. В жаркий сезон с трудом можно найти свободное местечко на маршруте, оборудованной стоянкой. Вилью называют извилистой рекой, а местные жители нередко зовут ее Велля. Вилья является правым притоком Немана. В верховьях на Нарочанско-Вилейской низине ее берега песчаные и невысокие. Русло реки извилисто, отличается сильным течением. Вилья хороша везде, к ее берегам удобные подъезды. Через некоторое время спустили байдарки на воду и поплыли. Я старался не намочить вещи, и сразу же нашему взору открылись живописные пейзажи вдоль русла Вильи. За каждым поворотом открывались еще новые горизонты, за которыми виднелись луга, леса, перелески и густые сосновые рощи. На водном пути нас ожидало много водопадов, которые приготовили бобры. Водопады очень впечатляют. Возле водопадов много водомерок. Я никогда столько их не видел. Постепенно Вилья становилась шире. Идешь и чувствуешь хозяина великой реки. Приятные чувства наполняют сердце. И вообще, сплав на байдарке – это настоящая романтика. Свежий воздух, плеск воды под веслом, быстро сменяющиеся виды по обе стороны реки. Купание, задушевный разговор с друзьями, уютные острова, яркий костер в ночи, еда с дымком у котелка и сладкий сон в палатке под звуки ночного леса. А еще в походе мы занимались исследовательской работой, изучали степень загрязнения воды в притоках Вильи, брали пробы воды и проводили ее химические исследования на содержание нитратов, фосфатов, хлоридов. Старались выяснить, почему воду нашей реки нельзя пить. В походе мы пробыли 9 дней. Через каждые 10 километров делали привалы на обед, а вечером на ночлег. Природа завораживала, само присутствие здесь заставляло откинуть все обыденные заботы и проблемы и наслаждаться прекрасными видами и отдыхать как душой, так и телом. А вечером мы собирались у костра и пели песни, а утром мы завтракали и снова отправлялись в путь по красивой реке Вильи. И снова начинаются эти препятствия. Снова узкая река, мы пробирались через бревна.
лежащие на воде. Даже было такое, что приходилось переносить байдарку через бревно. Еще было много резких поворотов. Вдруг неожиданно в камышах, словно качающиеся буйки, запрыгала утка. Видимо, это мы ее спугнули. Утка не взлетела, стала прятаться в камышах, а за ней около 5 утят, один на спине. Удивительно. Закрытая дамба. Последняя дамба была заколочена досками. Там вода резко падала вниз, словно водопад. Плыть с девчонками в лодке было весело. Они пели свои любимые песни. На 4-й день в целом день был более спокойный, чем прошлый. Разве было несколько обносов, много раз встревали на мели. Следующий 4-й день был легче. Мы шли по гидрозатворам и делали вносы. Из 3 гидрозатворов один сломан, и мы его прошли без обноса. А дальше был мост, через который нельзя было пройти. Мы переносили байдарку через этот мост. Также мы делали измерение уровня загрязнения воды из притока Вавилии. После гидрозатворов мы вошли на широкую реку, ширина не менее 10 метров, и заночевали за автомобильным мостом на пляже около деревни Погост. В этот день трудностей было немного. А дальше было еще интереснее. Дальше мы пошли к огромному камню. На нем был нарисован крест. Я даже не знала, что в нашей стране есть такой огромный камень. Мы побывали в Камино и увидели много камней. И самый большой из них – воротишин крыш, на котором есть старые надписи и крест. Было интересно посмотреть на исторические памятники. Что весь день шел довольно сильный дождь. Из-за этого все промокли. Шли мы по широкой реке без особых препятствий. Довольно быстро сделали пробы воды из притоков, где фото сбросов сверх и самих вверх. Дошли до одного обрывистого берега, где и заночевали. Этот день запомнился тем, что на всем его протяжении шел дождь. Вся одежда и спальник намокли.
заросли расступились, и открылся прекрасный вид. Бескрайнее голубое небо, зеркальная гладь воды, а на ней белые лебеди. Мы, как зачарованные, смотрели, как поднимались эти прекрасные птицы. Я пытался половить рыбу, но ничего не поймал. Дождь шел и в начале 6-го дня, когда мы решили дойти по большой реке до Птушиного острова на водохранилище. Препятствий не было, и шли мы быстро, и сделали остановку около деревни Костыки, где сфотографировались у старой церкви 18 века. Так случилось, что здесь же, в деревне Костыки, мы участвовали в археологических раскопках. Было яркое солнце. Мы снимали дерн и осматривали его на наличие керамических черепков. Потом мы снимали землю аккуратно, миллиметр за миллиметром, засыпали ее в ведра и выгружали. В одном из таких ведер я обнаружил кусок керамики, которому было около 1000 лет. Также мы нашли шланг железный и железное кольцо, что свидетельствует о том, что наши предки уже в те времена умели ковать и выплавлять предметы из железа. Также мы раскапывали один курган. Раскопки проходили под руководством Николая Плавинского. Мы помогали им, чем могли. Выносили ведра с землей, помогали так же, как и археологи, пытались раскапывать землю. Даже открыли что-то типа конвейера, передавали ведро друг другу, чтобы было проще. Мы очень рады были помочь археологам и знать, что мы участвовали в познании истории своей страны. Одним из привалов была остановка на Птушином острове. Привыкнуть к крикам чаек было сложно, но все равно все было прекрасно. Там мы купались, загорали, а вообще к концу похода мы все обгорели. Ночью дико кричали чайки и напоминали иногда человечий хохот. Я там половил рыбу, словил около 10 бычков. Все было хорошо, но было мало дров, из-за чего было трудно поддерживать костер. Мы купались, ловили рыбу, вечером пели песни. Еще мне запомнилась наша дневка на Птичьем острове. Там можно было и покупаться, и половить рыбу. Но интереснее всего было исследовать остров. Мы обошли его вверх, заглянули во все уголки, нашли гнездовье чаек, кладки, но ничего не трогали, стараясь не потревожить птиц. Остров этот небольшой. Раньше там все небо было серебряным от чаек, а сейчас их там в 10 раз меньше.
Но когда я их увидел, очень удивился, что их так много. Сейчас там в основном молодые сосны и березы, несколько старых деревьев, заросли лозы, песчаные мелкие река. Раньше там было поколено птичьего помета, или как мы его называли по-немецки «хугелькакой». Теперь в ней были наши палатки и одежда, которые мы сушили, потому что мы поставили палатку под деревом, на котором жили птицы. Там было всего 3 гнезда. Уже не режет. Но все приятное быстро заканчивается. Закончился и этот водный поход. Мне очень понравилось плыть по реке, ночевать в лесу, сидеть допоздна у костра, слушать удивительный рассказ о природе, о жизни замечательных людей. Мы подружились, сплотились, стали одной семьей. Я обязательно пойду в следующий поход. Поход по Виле мне очень понравился. Я научился любоваться красотой, познакомился с хорошей компанией, увидела необыкновенную природу. Ну а вообще я рада, что пошла в этот поход, потому что многому научилась за все эти дни. Научилась ставить палатку, быть самостоятельной, терпеливой. А терпеливой потому, что каждый вечер кусали комары. Первым делом мы пошли к остаткам острова Любви, который раньше был немного меньше Птушиного, но сейчас на его месте осталось несколько островков, заросших камышом. На дном мы видели отдыхающих людей. Дальше поплыли к берегу, который называется Рыбчино. Сфотографировались у камня в память деревни Рыбчино, затопленной водохранилищем. Потом поплыли прямо к спасательной станции, где были шкуры, разбирали лодки и складывали вещи. Там я поймала несколько бычков и отпустил их. От похода у меня остались самые лучшие и приятные воспоминания. Уставшая, загоревшая, возмужавшая и с огромным количеством впечатлений, мы, победительные, вернулись домой. Мы сделали это, мы смогли. Мы прикоснулись к живой истории и этнографии белорусского археолога графа Тышкевича, плыли по его маршруту, по красавице Виле вдоль ее берегов, высушить рюкзаки, спальники, отдохнуть и айда в новый поход за новыми впечатлениями.